Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами снова программа «Кинолетопись Якутии». И сегодня наша гостья, одна из самых, наверное, ярких, харизматичных женщин-политиков, это Зоя Афанасьевна Корнилова. Мы знаем вас как кандидата экономических наук, народного депутата разных созывов и Российской Федерации, и Государственного собрания, и УТМН, и как общественного деятеля. Каждый субъект должен приспособиться к проводимой политике сегодняшнего дня и обеспечит стабильность своего региона. Я считаю, что в сегодняшнее время быть матерью – это очень ответственно, это очень трудно, поскольку такая ситуация в стране, но я считаю, что вообще-то в России все начинается и заканчивается женщиной. Удивительно, но все, о чем в разные годы с разных трибун говорила Зоя Афанасьевна, актуально сегодня так же, как и 30 лет назад. И сама она – одна из самых заметных женщин-депутатов не только Якутии, но и всей Российской Федерации, и сейчас такая же принципиальная, не склонная к компромиссам и смелая до отчаянности. Ее экономическое образование и аналитический склад ума позволяли ей с четким пониманием происходящего в стране и с предвидением будущего говорить с любой аудиторией, от первых лиц государства до встреч с населением отдаленных районов, о самых больших и больных проблемах не только регионов, но и России в целом. Ведь во многом благодаря политикам такого ранга, как Зоя Корнилова, Климент Иванов, Егор Ларионов, Юрий Прокопьев и другие, Якутия не просто выдержала лихие 90-е, но и вышла из них с наименьшими потерями. Вот расскажите нам, как вы пришли, скажем, в политику, и уже в 90-е годы, когда вы были народным депутатом, с чего началась там ваша работа и что было главным? Я вообще-то работала в науке. Значит, у меня никакого желания не было в политике, я абсолютно не поддерживала. Эта работа мне не подходила, я думала. И, значит, когда я закончила работу по межотраслевому балансу, в котором мы доказали о том, что наша республика не полностью может себя обеспечить. Вот. И когда на основе этого мы начали разрабатывать показатели, которых раньше не делали по уровню жизни, и самое удивительное было в том, что мы всегда были дотационным регионом. Мы входили по уровню жизни последних десяток. Вот такое состояние было. И вот когда мы сделали вот этот баланс, то мы на цифрах, притом это сделано было на основе данных статуправления. Когда мы это сделали, отчет полностью мы сдали туда, то есть это сборник был. И поэтому никто не мог мне сказать о том, что это мы там наврали или что-то не так сделали. Мы впервые существование республики доказали в том, что у нас республика не дотационная. В ученом совете было принято решение меня отправить в Москву на докторантуру. Я мечтала, мне очень нравилась работа в науке. Я хотела создать свою школу даже, понимаете, вот такое. И абсолютно мне другое что-то не нужно было. А в детстве хотела я учительницей математики, физики. Ну вот. И я поехала туда, уже с институтом договорилась. Меня уже с сентября месяца ждут в докторантуре. И в это время, значит, начались выборы. Альтернативной основе демократические выборы впервые в России и в Советском Союзе. Ну вот, просто мои молодые сотрудники решили с институтом биологии объединиться и выдвинули меня. И вот совершенно случайно я стала и попала, оказывается, именно в политику. Когда ставится вопрос о суверенитете,
мы начинаем переходить в политическую сторону. Мне кажется, сейчас наш народ ждет главным образом решения самых трудных вопросов продовольствия, социальных вопросов, которые мы совместными усилиями только можем решить на основе экономического суверенитета, решения взаимоотношений. Теперь мне хочется сказать, вопрос вообще суверенитета – это декларация, это лозунг. Но мы это можем принять на съезде. Но ведь главное это стоит, самая трудная сторона в том, что этот язык лозунга превратить в конкретные решения, указы, постановления, экономические взаимоотношения, нормативы, цены и так далее, это работа очень долгая, трудная. И думаем, этим будет заниматься Верховный Совет. И будем надеяться, что Верховный Совет сумеет решить эту задачу для тех задач, которые поставили народ сегодня, в сегодняшний день. Вот получается так, что вы такая вроде бы маленькая, хрупкая женщина, да, но вы не потерялись в этом суровом мужском мире политики, вы умели отстаивать свои убеждения, вас не сломили вот эти страшные, суровые 90-е годы. Вот, что все-таки вы сейчас считаете своим главным достижением? Ну, я считаю, что главное то, что сама жизнь показала, то, что мне нужно. Значит, оказалась эта работа как раз по мне. Это была возможность мне говорить то, что я хочу говорить. Если я анализирую, то я должна говорить правду, и я должна найти пути, как выйти из этой ситуации. Тогда мы приняли федеративный договор. Этот документ, конечно же, спас Россию от развала. Сейчас оценивают по-разному. Но в то время, когда Советский Союз развалился, они не подписали союзного договора. Если бы подписали, Союз не развалился бы. Подписание федеративного договора как раз и спасло Россию от этого шага. И с предложением о том, что федеративный договор надо бы сделать в 3 вариантах. Отдельные края области, отдельно республики, отдельно округа. И даем право, значит, округам субъект самостоятельный, республики вот это. И, значит, когда мы приехали, Хасбулатовы были на приеме, рассказать, что у нас было, какое совещание, согласились. Федеративный договор надо подписать 3 видов, потому что у нас субъекты, как это называется, ну, в общем, по условиям жизни и так далее разные. И вот поэтому мы решили 3. Итак, мы подписали федеративный договор. Этот договор практически был подписан 31 марта 1992 года. И сейчас начинают понимать того, что действительно этот договор спас Россию. Это было время глобальных изменений. И в парламенте необходимы были депутаты с фундаментальными знаниями экономической ситуации не только в стране, но и во всем мире. Зоя Афанасьевна, прекрасно владеющая не только познаниями в экономике, но и умеющая с первых слов своих выступлений захватить внимание слушателей, оказалась в нужное время в нужном месте. Как часто ей приходилось отстаивать свою точку зрения и выходить из словесных баталий победителем, можно увидеть во многих записях парламентских заседаний. Корнилова Зоя Афанасьевна, Кировский избирательный округ номер 4. Который действует 1.7.1, то есть 2. Этот законопроект запланировано рассмотреть в Государственной Думе 19 февраля. Должна выехать делегация, значит, правительства, президента и Государственного собрания для участия этого заседания. Тогда поставьте на голосование, чтобы это было зафиксировано. Мне не дают слова. И не дается. Ставьте это. Давайте я ставлю на голосование. Я тогда требовала в своем выступлении, я требую
принять это постановление только к сведению. Никаких решений. До тех пор, пока федеральный центр сюда не придет к нам и не объяснит, гарантии есть или нет, хотя бы блокирующего пакета акций. Обязательно отправляем на экспертизу правительству. Получили мы экспортные заключения тарифной комиссии правительства. Спасибо. За 30 лет вы с вашими товарищами, да, потому что тогда работала, мне кажется, такая когорта депутатов, очень сильных, которые реально отстаивали интересы республики по всем направлениям. Но вот сейчас я хочу поблагодарить вас за столь содержательную беседу и поздравить вас в год столетия нашей республики, поскольку вы одна из тех, кто приложили максимум усилий для того, чтобы вот был сегодняшний такой у нас день. Так что думаю, что вот этот ваш рассказ, он тоже будет теперь храниться в наших фондах. И вообще Зоя Афанасьевна Корнилова – это такая яркая страница в аудиовизуальной памяти Якутии. Спасибо вам большое.